Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сейчас, одну секунду. Постараюсь тут наладить кое-что. Ришт моя царь. Вот так вот, друзья, извиняюсь. Итак, сегодня 9 декабря 2024 года, 17 часов 3 минуты по Берлину, 19 часов 3 минуты по городу Джохару. Сегодня у нас стрим, как обычно, на YouTube-канале реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Сирия освобождена». Следующие будут Иран, Средняя Азия и Кавказ. Вопросительный знак. Итак, у нас, по-моему, проблемы с интернетом. Почему-то мне тут показывает. Все вроде бы работает. Так, шалом, модный доктор. Друзья, всех вас приветствую. Аллаху алейкум ассалам. Всех, друзья, я вас приветствую. Сегодня стрим я начну, как обычно, с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях бандитов и террористов, пришедших на украинскую землю. Итак, за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1220 террористов, 18 боевых бронированных боевых машин, 3 артиллерийские системы, 22 БПЛА, 2 крылатые ракеты, 24 автомобильной техники и цистерны, 1 спецтехника. Слава Украине, слава ЗСУ. И так, сделано. Валейкум ассалам. Алейкум салам. Шамиль, добро с кулаками. Путлер следующий. Мы на это надеемся, что Путлер следующий. А так не знаем. 17 тысяч. Валейкум ассалам. Борс. Машой. Вот такие вот дела обстоят на фронте. И давайте поговорим о том, что происходит в Сирии. Как известно, наступление группировки Хаят Тахрир аш-Шам вместе с отрядами сирийской национальной армии начали наступление 11, 12, 13 дней назад. И вчера, или даже позавчера, зашли в Дамаск, освободили Дамаск, освободили очень много пленных, заложников. И вы видели, наверное, эти фотографии, эти видеокадры, где люди выходят, ну я не знаю, это как после Бухенвальда, как после концлагеря самого настоящего. И это просто, конечно, и ужас, и одновременно и радость с тем, что люди освобождены. Некоторые люди, один человек просидел 43 года. Он был посажен еще при отце Башара Асада, Хафизе Асаде. При нем был посажен. Это был летчик, который отказался бомбить мирное население. И за это был брошен в тюрьму на 43 года. И сидел бы там до конца дней, если бы сейчас не произошло освобождение всей Сирии и Дамаска. При всем при этом нужно понимать, что это мы видели, как развивались события в 11, 12, 13, 14, 15 годах. И при желании можно было бы эту войну затянуть, но произошло то, что мы видели. Такой молниеносный рывок, и освобождена большая часть, уже вся Сирия. Есть некоторые места, где прячутся русские террористы, их на базе. И, видимо, по всей видимости, есть договоренность. И договоренность с тем, что Башар Асад уходит, русских
террористов на территории Сирии не трогают. И вот это молниеносное наступление говорит о том, что сильные мира сего договорились. Некоторые говорят, командиры были куплены, но исходя из того, что Башар Асад бежал, исходя из того, что за несколько дней до этого Башар Асад вывез свою семью в Москву, речь идет о договорнике. Был договор, что мы гарантируем тебе жизнь, ты можешь скрыться в России, мы гарантируем русским солдатам безопасность, их мы не будем ликвидировать, но вы сдаете нам Сирию. И вот прошел договорняк. И говорить о том, что Хаят Тахрир аш-Шам взяли, и другие, какая там сирийская национальная армия взяли, не совсем будет верно, потому что взяли не только они, взяли турки, я полагаю, конечно, это НАТО, там же присутствуют Соединенные Штаты Америки, там же присутствует Израиль, который перехватывал иранские самолеты, которые собирались бомбить вот этих наступающих, так как на территории Сирии расположен большой контингент вот этих иранских и ливанских террористов из Хизбаллы. И до сих пор сегодня даже Израиль бомбит территорию Сирии, где находятся склады с вооружением иранским и по производству оружия заводы, там какие-то фабрики, вот по ним Израиль наносит точечные удары. Есть основания полагать, что люди, которые пришли во власть в Сирии, адекватные. Очень мы на это надеемся, чтобы не было той резни, которая была. В принципе, ее бы и не было бы. Вот кто следил за событиями в начале войны, вот этой сирийской революции, могут подтвердить то, что фактически не было никакого радикализма, никакого исламизма. Да, люди, мусульмане, боролись за свои права и свергали диктатора. Это разрешено, это даже обязанность каждого человека, каждый народ свергать диктаторов и не позволять над собой находиться разным тиранам, убийцам и так далее. Но, несмотря на это, сопротивление законное, национально-освободительное движение сирийского народа против диктатуры было превращено в религиозную войну. И кто бы это мог сделать, как вы считаете? В первую очередь, конечно же, это было сделано ИГИЛом, который зародился в Ираке. Зародился он из партии Баас. У Саддама Хусейна была партия Баас. Это что-то вроде между Единой Россией и ФСБ. Это вот такая вот система там была, которая была очень жестокая, которая создавалась при помощи России, вот эта партия Баас. Вот эта система также была у них организована, как ГРУ и ФСБ по аналогии с ними. И после того, как Саддам Хусейн был свергнут, и там началась война, Баас, понимая, что Сирия уходит, Ирак тоже уже был практически потерян, Сирия тоже могла быть потеряна, это главные два союзника Советского Союза, ныне России на Ближнем Востоке. И чтобы избежать потери Сирии, иракцы без сомнения, без малейшего сомнения, при помощи России, по инициативе России, была создана вот эта ИГИЛ, которая фактически начала вот эти мусульманские группы, такие группы, как Хаят Тахрир аш-Шам, тогда она по-другому называлась, она несколько раз меняла название, эта организация, и эти люди, просто перехватить инициативу, то есть брать к себе людей более радикальными речами, более мощными такими вещами и одновременно
больше обещаю вознаграждение. В жизни, конечно, на том свете оно одинаковое будет, а вот в жизни разные вещи обещались. И туда разные бандиты, фанатики, разные сумасшедшие потянулись в этот ИГИЛ. И в итоге не только такие люди туда собирались. Мы знаем из истории, которую нам поведал Сулейман Гизмахмаев, который был сотрудником второго полка, так называемого второго полка имени Ахмада Кадырова, то есть состоял в Росгвардии или же вооруженных силах ФСБ, который стал свидетелем казни одновременно 13 человек, и с их паспортами, с их документами русские в Сирию отправляли своих ГРУшников под видом чеченцев, чтобы влиться в это исламское государство. Вот таким вот образом, не говоря уже там действующие сотрудники и так ГРУ, там ФСБ, ну и уже под видом чеченцев отправлялись уже такие люди. Создавалась легенда, что это чеченец, его дядя там воевал, погиб, а вот он продолжает дело своего дяди. Ну вот таким вот образом до 100 человек было казнено. В это время Сулейман Гизмахмаев стал свидетелем казни 13 человек. Так в это время, в начале 2017 года было казнено около 100 человек. Непосредственно возглавлял эти убийства, всем за этим стоит главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, Хвостиков, Игорь Хвостиков. Непосредственными исполнителями были командир вот этого второго полка Аслан Ирисханов или Ирасханов. И вот эти люди казнили этих людей и отправили их паспорта, людей с их паспортами в Сирию. Вот таким вот образом организовывался ИГИЛ. И вот этот ИГИЛ сбил всю волну, всю возможность вот этих сирийских групп, которые боролись с Асадом. И началась междуусобная война между ними. И таким образом ИГИЛ спас Башара Асада. Одновременно, конечно, с ИГИЛом Россия со стороны ИГИЛа зашла и со стороны уже как официально государства со своими самолетами, вертолетами и там артиллерией зашла и начала уничтожать. В итоге дезориентированные, не могущие воевать против своих братьев-мусульман, игиловцы назывались братьями-мусульманами и так далее, пытались договориться, пытались там как-то их задобрить, но в итоге получалось, командира вызывали игиловцы на встречу и просто убивали. Просто он приезжал к ним, как будто на переговоры к своим братьям-мусульманам, и просто убивались. Также убивались, похищали жены командиров, чтобы стравливать. Например, был случай, когда один командир был в ссоре с другим командиром, и люди этого командира похитили жену того командира. Ну, как бы наложница, ну там всякое, так, унизить, оскорбить его. В итоге получилось так, что эти люди и его люди оказались связаны с ИГИЛ, и этот командир был как бы не при делах. Но те люди того, чью жену похитили, приехали, убили этого командира, там перестрелка, убитые и с этой стороны были. И вот таким вот образом русские стравливали вот этих командиров, вот этих бойцов, и не давали довести дело до конца. Фактически Сирия поделилась на две части и находилась вот в таком удручающем положении. Но все поменяли вот эти последние там 10-12 дней. Ситуация в корне изменилась. Теперь Сирия свободна. И мы очень надеемся, что она станет нормальным, цивилизованным, демократическим государством. С учетом всех, там они уже заявляют, с учетом всех жителей, всех религий, всех национальностей, ко всем будем относиться одинаково. И это обнадеживает, будем надеяться. Полагаю, сейчас много экспертов говорят на
разные вещи, но русские эксперты очень сильно озабочены тем, что после освобождения Сирии вот эти бойцы могут, там среди этих бойцов очень много людей из Средней Азии, таджики, узбеки, киргизы, которые приехали на помощь еще в 2011-2012 годах, на помощь Сирии. И есть вероятность, что в Средней Азии, и некоторые говорят про Кавказ, мы об этом тоже говорим давно, но что это будет исходить из Сирии, мы не полагали, но по всей видимости и из Сирии это тоже будет происходить. Ну и, конечно же, остается Иран. Иран, как мы знаем, очень много нанес вреда сирийскому народу. Хизбалла и Хамас, хоть они и сунниты, Хизбалла шииты, они вместе объединялись. Иран помогал Хамас. Хамас непосредственно якобы не принимал участие против войны сирийских повстанцев, но Хамас столько людей убил, столько подпортил жизни сирийцам и сирийским вот этим ополченцам, что очень большая вероятность, что вот эти бойцы могут быть настроены против Ирана. А если с учетом того, что они договорятся с Израилем, новые сирийские власти договорятся с Израилем и совместно решат проблему Ирана при помощи возможностей Израиля и при помощи сирийцев, то я думаю, что война может развязаться и вначале развязаться в Иране, чем это будет в Средней Азии или же на Кавказе. Давайте об этом и многом другом, друзья, поговорим. Так, я смотрю очень много комментариев, там, это не только комментарии, тут я смотрю, тут лайки заходят, все заходите, друзья, распространяйте ссылку, если вы не находитесь в России, либо во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Алейкум салам алейкум. Ассаламу алейкум, Савашасан. Алейкум ассалам, Русланбек. Путину Сирия нужна была для того, чтобы Европе продавать свою нефть и газ. Ичкерия, кстати говоря, ты очень правильно говоришь, сейчас Сирия не только газ и нефть, и это тоже, и Сирия являлась еще в советское время таким самым большим на Ближнем Востоке хабом вооружений советского, русского вооружения, которое уже из Сирии распространялось на все террористические группировки, там Хамасы, Хизбаллахи, там разные другие, и другие арабские страны, в том числе и оружие уходило еще в советское время на Латинскую Америку, в Африку, и все это исходило из Сирии. И, конечно же, самое тоже немаловажное, это нефть и газ. Сирия также является транзитером, хаб большой тоже находится, и возможности выхода к морю давали возможности и русским, и арабам продавать нефть и так далее. Сейчас это все, скорее всего, будет, не скорее всего, это уже будет перекрыто, а с учетом того, что сейчас США будет добывать свою нефть и продавать ее в Европу и в другие части мира, то у России большущие проблемы, с чем я вас всех и поздравляю. Алейкум ассалам. Асан, я тебе дал салам. Руслан, я 2 раза уже принял. Алейкум салам, 3-й раз принимаю. Ты мне не дал даже закончить речь. Алейкум ассалам. А теперь Европа будет получать нефть и газ из Сирии. Россия, прощай навсегда. Да, Ичкерия? Да. Совершенно верно. Мистер Ичкерия. Так, давайте посмотрим, что вы пишете у нас тут в YouTube. Я думаю, следующий Иран и сразу Путлер. Добро с кулаками. Я полагаю, что вы правы. Вы близки к истине, на мой взгляд. Еще картофельный сбежит и будет набор. Шамиль, а вы знаете, что Лукашенко
не помню сколько, по-моему, 100 человек, что ли, или сколько-то человек, могу ошибаться, сегодня амнистировал. Ну, или 20 человек, могу ошибаться, сколько. Вот как получается. Оказывается, нужно было освободить из сирийских тюрем людей, чтобы Лукашенко освободил у себя. И я думаю, Лукашенко тоже немного осталось. Недолго осталось. Так. Ассалам алейкум, свободные, алейкум салам, все будет Ичкерия, Сирия, свободно от Русни, Аллаху Акбар. Так, активно комментируют про шмаковские, про хурасановские, что на очереди Кавказ, Ичкерия. Очень сильно на Кавказе, ну, сейчас поступает информация, что ФСБ начала блокировать интернет в Чеченской Республике. Ну, не знаю я на самом деле, насколько это правда. Я не могу вас попросить, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, чтобы вы мне об этом сообщили. Я вчера поставил город Грозный, у меня был стрим на чеченском языке, и как вы знаете, наш стрим прорывается только в наш канал, виден на территории фашистской России, только когда вещаем стрим, и то, когда это в вертикальном положении, когда мы это шортс как снимаем, так я себя показываю. И вчера вы видели, мало очень было просмотров, кто наблюдал, и я иногда ставлю Кремль, Москва, чтобы больше людей охватить, когда прорываюсь на Россию. Ну вот я вчера подумал, раз на чеченском языке, проверю-ка я, и сделал город Грозный у себя поставил. И, как вы видели, и я боюсь вас спрашивать, не хочу, чтобы вы говорили, где вы находитесь, и хочу, чтобы вы, не знаю я, реально идет атака на интернет на Кавказе, но вот то, что у меня вчера было на канале, это было очевидно. И да, без даже того, что они отключают интернет, есть все основания полагать, что очень сильно перепуганы на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия ФСБшные террористы и их пособники. И, скорее всего, они могут быть правы. Они могут быть правы. Те удары, которые наносятся сейчас беспилотниками, это такая проверка боем, так их пощупывают, проверяют, как у них работает. Вероятно, проверяют, я точно не знаю. ПВО как работает, противовоздушная оборона как работает. Но будем наблюдать. Я призываю всех чеченцев, всех до единого, не участвовать ни в каких боевых действиях, ни в чем, никак, ни на этой стороне, ни на этой стороне. Потому что мы постгеноцидный народ, нам нужно выжить, нам нужно сохраниться. Сейчас наступило, мы уже находимся в этом время смуты, большущей смуты. Нас ждут большущие, огромнейшие просто потрясения, мир ждут потрясения. И нам нужно постараться не дать себя втянуть в разные вот эти провокации, чтобы сохраниться, просто-напросто сохраниться. Потому что Россия готовит очередной геноцид чеченского народа. Мы об этом предупреждаем. И все, кто будет призывать начинать боевые действия на территории Чеченской Республики Ичкерия, без согласия, без признания, без поддержки международного сообщества, Запада, это снова быть инструментом в чужих руках, не имея никаких положительных моментов для самих себя. Просто будем пушечным мясом. Поэтому я вас всех призываю быть спокойными, никуда не вмешиваться, молодежи особенно это касается. Здесь большие игры идут. Вот освобождение Дамаска произошло благодаря турецким, натовским, американским, израильским вооруженным силам, как утверждают некоторые. И я склонен согласиться с этим, потому что вот так молниеносно все разбежались, никто даже ни самолеты не подняли, ничего не делали. Это договорняк. Чистой воды договорняк, на мой взгляд.
Поэтому мы должны понимать, что это может быть, конечно же, распространено и на Кавказ, и нас пытаются объединить там с Дагестаном, там, ну это уже мы проходили в 99 году. Дагестанский народ не желает свободы. Есть отдельные представители, которые хотели бы, и им нужно работать на то, чтобы убедить дагестанцев, что свобода лучше, чем не свобода. Но на сегодняшний день мы не видим на Кавказе народы, чтобы желали своей свободы от фашистской России. Кроме чеченского народа, который постгеноцидный и находится в заложниках. Фактически сейчас призывать чеченцев к восстанию, к борьбе за свою свободу, без каких-либо гарантий. Это хуже, чем призывать в Бухенвальде, в концлагере призывать людей подняться. Потому что в Бухенвальде после освобождения, удачного, если получится освободиться, они хотя бы могли бы получить там свободу, бежать просто могли. Чеченцам бежать некуда. Поэтому... Ну, фактически, восстание в концлагере нас призывают подняться, причем не гарантируя нам ничего. Никто ничего. Какие-то анонимы сидят и говорят, надо подняться, надо встать, надо вперед. Какие-то вообще мелкие сошки рассказывают, что нам нужно делать и как нам освобождать наш Кавказ. Причем анонимы это делают. А государство, ни турецкое, ни американское, ни западные другие страны нам гарантии пока давать не собираются и вообще не обращают на нас внимания. Ну так как вариант. Ну если что, мы где-то задействуем. Так если нас задействуют, мы хотим, чтобы у нас были гарантии. Как-то так. Друзья, давайте еще ваш комментарий. Я думаю, следующее так. Основная оппозиция, которая захватила власть в Сирии, почему они не выгнали или не уничтожили российскую базу? Неужели они забыли, как Россия бомбила Алеппо, устроила геноцид невинных людей? Именно поэтому, Аллаш, я считаю это договорником. С Путиным договорились. Путин фактически, я полагаю, сдает Сирию в обмен на что-то. И я полагаю, и Иран тоже он сдает. А помните, Дональд Трамп сказал, что для Америки прерогатива и номер один по важности – это интересы Соединенных Штатов Америки. Как известно, Израиль фактически является 51-м штатом, ну или очень близким союзником, очень-очень близким военным, стратегическим партнером и союзником Соединенных Штатов Америки. И угроза для Израиля – это угроза для США, для интересов США. И, конечно же, в первую очередь, это важнее даже, чем Украина. Хотя Украина – это также важно. Ну, почти так же важно. Поэтому, я думаю, события могут сперва разворачиваться больше в Иране, но они могут разворачиваться и одновременно. Никто не мешает, например, тому же Афганистану, которое очень много оружия американцы оставили. Ну и, как говорят, некоторые якобы бежали. На самом деле война в Афганистане закончилась за 2 года до вывода войск американцев. Ни один американский солдат за эти 2 года не пострадал за это время, хотя там действовал и ИГИЛ, но от талибов никаких проблем у американцев не было. И оставив вот это все вооружение, которое они им оставили, они просто покинули эту страну. Поэтому Афганистан и талибы на сегодняшний день, по крайней мере, на сегодняшний день не являются, да, они и вначале не были врагами. Это была такая обманная ловушка, которую русские спецслужбы ФСБ и ГРУ, Россия организовала при помощи, я полагаю, своего человека Усама бен Ладена, нападение на 11 сентября на башне небоскребы. И затем вторглись в Афганистан американцы. Хотя афганцы ничего плохого не делали американцам. Только говорят, у них как бы спрятался Усама бен Ладен, говорили так. И вот прошли 20 лет. В принципе, и американцы очень много сделали, нужно признать, для Афганистана. Много людей получили образование. Вы видели, наверное, дороги, которые в Кабуле
прям как в Германии асфальт уложен. Ну и так далее, и так далее. Я так полагаю, американцы и афганцы между собой в принципе договорились. Имея хаммеры, имея БТРы, мы видели даже вертолеты, у иранцев, у афганцев, я полагаю, Средний Восток в ближайшее время также может запылать при помощи талибов, при помощи сирийцев, при помощи жителей Средней Азии, которые воевали и в Сирии, и, может быть, и в Афганистане. Поэтому это может произойти одновременно. Россия, объявившая, как Путин сказал, если надо, будем воевать с Аллахом, объявившая войну исламу, обманным путем втянув туда американцев, Запад в эту войну, сами делали исламских террористов, создавали их, то есть были архитекторами исламского терроризма, но почему-то на Западе, может, было выгодно в определенной степени там, находиться на Ближнем Востоке, в арабском мире, чтобы установить свои базы, установить, навербовать себе агентуру, там, я не знаю, и так далее, и так далее. И в итоге получилось так, что русские использовали Запад по большей части и против мусульман, против 2 миллиардов мусульман на этой земле. И теперь надо полагать, суннитов, против суннитов это использовалось. Надо полагать, что сейчас сунниты могут начать возвращать должок у России. И я полагаю, что Америка, Турция, Израиль, Запад, ну как минимум не будут против того, чтобы мусульмане, которых русские убивали, угнетали, демонизировали, они попросят должок обратно. И это может, конечно же, могут быть события очень грандиозные и очень такие кровавые. Будем наблюдать. Где твоя еврейский флаг? А где твоя нееврейская флага? Так, отлично, Русланбек. Не пиши, откуда ты. Валейк салам, одинокий волк. Шавига Машволь. Друзья, если я кого-то не увидел и не поздоровался, вот как Русланбек, на меня не наезжайте. Я могу просто не увидеть или там отвлечься и так далее. Масу верилой, дерес хойнон Русланбек. Да, духуа ойла. Рашка боится Кавказ. Да, модный Кавказ. Модный Кавказ. Модный доктор. Рашка не боится Кавказ. Скажу я вам более точно. Рашка боится Чеченскую республику Ичкерию из-за тот геноцид, который она провела. Огромное количество людей в этом русских замешано, чиновников сейчас. Даже они против войны в Украине выступали. Даже, может быть, на стороне Украины они выступали. В том числе украинцы выступали, воевали против нас и принимали участие в геноциде. Украинские военные, СБУ брали отпуски, летчики украинские и летели бомбить Чеченскую республику, маленькую Чеченскую республику Ичкерию. Поэтому они все боятся. Более того, на Западе есть люди, которые не хотят затрагивать эту тему, потому что они тоже считаются причастными к этому геноциду. И только министр внутренних дел Германии, бывший министр, сейчас, ныне он уже умер, земля ему пухом, я признаю его мужество и его мужество я его признаю, что ему хватило мужества прямо сказать, что он принимал участие, то есть министр внутренних дел, Министерство внутренних дел Германии принимало участие против чеченцев, в войне против чеченцев, ошибочно полагая, что они воюют против там каких-то религиозных фанатиков. И он об этом, Шобле, прямо об этом Вольфганг, Шобле, по-моему, Вольфганг его зовут, звали, сказал об этом. Поэтому здесь на Западе воротят нос, делают такую мину, ну, типа это уже в прошлом. Нет, друзья, это не в прошлом. У нас это вот здесь. И если вы не будете обращать на это внимание,
то мы будем обращать внимание на то, что вы замалчиваете это, и за то, что вы принимали участие в этом. Мы не будем молчать. Мы не будем молчать. Свобода слова, слава Богу, есть. Вы нам ее дали, эту свободу слова, и я ею пользуюсь, и буду дальше пользоваться. Как-то так, друзья. Очень боятся. Боятся, что мы, чеченцы, потребуем сатисфакции. Русские боятся на этой земле американцев и чеченцев больше, чем огня. За нас они боятся за то, что мы не прощаем, а они нам сделали очень много плохого. Американцев они боятся за то, что тоже не прощают, и у них есть возможности, чем наказать своих обидчиков. Я надеюсь, у нас тоже эти возможности появляются и скоро полностью появятся. Так. Чтобы в Чечении что-то начать, нужен коридор. А это Грузия. Надеемся, Грузия освободится от влияния РФ. Да, кстати, Грузия, она тоже освободится, бесспорно. И чтобы что-то начать, нам нужно признание. Наш президиум, нашу власть чеченскую нужно признать. Нужно с нами установить настоящие государственные отношения. И в том числе дипломатические и все остальные. И без этого заходить туда, а завтра потом быть террористами, бандитами, которых потом весь мир будет уничтожать. Мы это уже проходили. Мы больше не намерены. По крайней мере, будем призывать к этому. И я считаю, я обычный оптимист, но вот в данном случае у меня есть такое плохое предчувствие, что несмотря на то, что мы говорим, несмотря на то, что мы предупреждаем, они пойдут на Кавказ. Большое такое предчувствие у меня есть. Предчувствие у меня, в принципе, редко меня обманывает. Но я уверен, что из этого ничего не получится. А знаете, нас поставят перед фактом, меня в том числе, что уже начнутся какие-то события, и гибнут будут простые наши люди. И хочешь не хочешь, нам придется поддерживать наших людей, которые гибнут. Но это такая будет сложная дилемма, когда, если их поддерживать, ты понимаешь, что они все равно будут уничтожены не сейчас, так через какое-то время. Нас это не устраивает. Мы не хотим быть частью Турции. Спасибо. Большим уважением относимся к турецкому народу, к истории Турции и так далее. Но к политикам и к власти Турции у меня лично нет ни малейшего доверия. Поэтому быть частью Турции или быть частью там еще кого-то у нас нет ни малейшего желания. Поэтому мы хотим, чтобы мы стали субъектом международного права, наш президиум, правительство, единственная легитимная власть, законная, которую обязаны признать. Не признают, но пока ее не признают, мы не должны делать ничего. А как ее признают, мы должны делать то, что нам скажет наша власть. Все. Они думают, они знают, они опытные, будем слушаться их. И не распыляться там на разные наши, даже самые хорошие идеи, которые у нас возникают. Государство — это очень большая ответственность, и мы должны ответственно подходить к этому, ко всему. Так, валейк салам, валейк салам. Для России нужно отрезать все доходные каналы в мире, она сама распадется как СССР. Да, совершенно верно. И это будут и делать. Hi, do you speak English? Is it true that Trump's dad was Chechen? Ну, смотри, Трамп не чеченец, хотя распускаются эти слухи, что он строит башни, что он там чеченец там, и так далее. Хотя как рыжий он на чеченца похож, но я полагаю, он и на немца похож, потому что у него корни немецкие и так далее. Но если у него корни есть чеченские, то это будет супер круто, и я только за. Это будет дополнительная мотивация для него, чтобы ту справедливость нашему народу, которую совершила Россия, несправедливость совершила Россия, при молчаливом согласии всего мира,
Я надеюсь, что будет исправлено. Я вообще в этом практически уверен, что будет исправлено. Просто сейчас нужно не дать себя использовать и втянуть какие-то вещи, провокации, после которых нас снова будут представлять какими-то там террористами, какими-то людоедами и так далее. Нужно для того, чтобы признали государство, одно из условий вступления в ООН, это страна должна быть миролюбивой. Поэтому давайте покажем нашу миролюбивость во всей красе, как говорится. Ассаламу алейкум. Аллах барца бойлой. Осталось этой структуре недолго, иншалла. Дайл мула, алейкум байсагур, дайл мула. Россия теряет свое влияние в Азии. Да, Юра, абсолютно, 100%. Им интересна Европа, они хотят тут закрепить свое влияние. Да, это тоже правда. Даже они сейчас все силы бросают на Европу. Сейчас они потихонечку уже Ближний Восток оставили, Среднюю Азию сейчас ставят и так далее. Нас не надо признавать, мы сами заставим их принять то, что должно быть и суждено. Ну, красивые слова, Байсангур. Мощно ты сказал. Ну, жаль, что они очень мало имеют общего с действительностью. Если не хотят, чтобы Россия создала в Чечне ИГИЛ 2.0, придется признать. А вот не хотят ли? Вот в чем вопрос Ичкели. Или, а почему бы не потренироваться? Почему бы не использовать новейшие современные оружия там и так далее? Почему бы, как последние 25 лет, себя не повести еще лет 5, может быть, или 10? Почему бы нет? Ва алейкум ассалам, Азербайджан. Ва алейкум ассалам, ночи. Так, скоро солнце зайдет, там это все придет к нам. Мула. Так, давайте посмотрим, что вы пишете в YouTube. Аслан, говорят, что Ближний Восток, Азия будут полыхать до конца 21 века. Ну, это, наверное, ты говоришь то, что говорил Жириновский. Это была их мечта. Жириновский озвучивает мечты свои, планы. То, что будет война, что они захватят Украину, Украина будет их, и они вместе с Америкой, Западом будут использовать своих вот этих агентов, которых очень много на религиозной вот этой теме. Русские построили всю свою империю нынешнюю, построили вот на вот этих религиозных экстремистах и террористах, создавая их, обучая их, создавая своих этих проповедников, этих вербовщиков и так далее. Поэтому может показаться, что русские хотели бы, чтобы так развивалось. И так будет развиваться в определенной степени. Но в этом непосредственно полыхать будет и сама Россия. Понимаете? Вот эти все арабские планы русских были, чтобы арабские мусульманские страны начали воевать против Израиля, против там, не знаю кого, Ирана, как получится, они планировали. И они в итоге, русские, будут помогать Израилю, американцам, там, помогать этим террористам, исламистам. Ну и вот таким вот образом, ну, по старой схеме будет все работать. Но все получилось не так, как планировал Жириновский или там, планировали ФСБ. В Украине за пятачок, вот такой, знаете, хам такой в баре гуляет, там чуть-чуть подвыпьет бутылку пива и хоть до всех докапывается. Там, одному подзатыльник отвесит, там, девушку там подергает там, с парнем стоящую, еще что-то сделает. И все, джентльмены в зале сидят, думают, выпивший, успокоится. Сейчас демократизируется, как Аяд рассказывал, американцы сказали, вы немножко потерпите, и они станут демократами. Вот они все ждут, пока он станет демократом. А он не становится, этот бандит, этот хулиган в баре, демократом. И потихонечку этот хулиган доходит до такого состояния, что начинает все убивать, грабить, избивать, там, кошельки доставать. И в конце концов докапывается еще до очередного. И тут за пятачок такой, хоп, капканчик его хватает, и сзади берет биту кто-то и начинает по мягкому месту настукивать этой битой.
И начинает визжать тогда этот хулиган, бандит, и начинает говорить: ой, я не такой, я хороший и так далее. Поэтому русские не ожидали, что с ними вот так произойдет. Они очень рассчитывали, что ну максимум там повозмущаются, там они там третье, десятое, их оставят в покое, что они всех пересидят, перехитрят, трупами закидают. Но, увы и ах. Это не получается, и Россия будет сполна расхлебывать за все, что она делала во время правления, советского правления, против азиатских республик, против Афганистана то, что делала, против Сирии то, что делала. Я думаю, сирийцы очень хорошо помнят те бомбардировки и никогда этого не забудут. Ну, по крайней мере, если бы они были чеченцами, они точно это не забыли бы. Но я полагаю, они тоже этого не забудут. Поэтому полыхать будет Россия. И, конечно, я полагаю, в какой-то степени немножко будет полыхать и Азия. Но, я думаю, без помощи России Азия недолго будет полыхать, потому что вот эти все коррумпированные режимы, авторитарные, диктаторские эти режимы, они будут выкинуты из Средней Азии. А это все КГБшники, напоминаю вам. Это все, как Советский Союз развалился, на местах остались старые КГБшные вот эти кадры. Кто-то передает своему сыну, кто-то своему ближайшему. Вот, например, Казахстан от одного КГБшника передали другому КГБшнику. Ну, вроде такой адекватный такой, ну, договороспособный КГБшник. Ну, он КГБшник. И вот эту всю гибню нужно зачистить. Всю до единого в Средней Азии. Ее зачистят без России очень быстро. А так будем наблюдать. Ассаламу алейкум. Бюсти кул маш юэль. Аса аз тикток чуа. Хэт нирвай өрсиш 300 тысяч стагвина эл. Цахит сайт ролик хумаюи. Ва алейкум ассалам. Джахан Дагон. 300 тысяч, наш президиум правительства заявляет о цифре убитыми за 2 войны, русско-чеченской войны, последние 2 вот эти войны, более 250 тысяч граждан всех национальностей Чеченской Республики Ичкерия. Российский губернатор Гауляйтер Рамзан Кадыров заявляет о 300 тысячах убитых. И я, в принципе, вот всегда озвучиваю цифру 300 тысяч, так как у нашего президиума она приблизительная цифра, но она тоже более 250 тысяч, наш президиум заявляет цифру. Потому что первую войну нам удалось посчитать, после первой войны это 120 тысяч убитых наших граждан, не считая раненых, только погибших 120 тысяч, всех национальностей, всех вероисповеданий. И во вторую войну приблизительно, они говорят, столько же, ну и может быть чуть больше. Грубо говоря, еще 120-140 тысяч, поэтому более 250, вот так они говорят цифру. Аят, в частности, об этом говорил, Аят Эдигов. Рамзан Кадыров заявлял о 300 тысяч. Я полагаю, что у Кадырова есть больше возможностей достать до информации, которую русские тоже владеют. И поэтому я ссылался, я не имею привычки ссылаться на Кадырова, но в этом случае я посчитал, что и для русских заткнуть за пояс это будет очень удобно, потому что это же ваш гауляйтер, это же ваш губернатор говорит. Поэтому я считаю, что цифра около 300 тысяч, она близка к настоящей, на мой взгляд. Даже предатель Кадыров сам лично признал, что убито 300 тысяч чеченцев. Да, Ичкерия, так и было. Скоро все разрушится. Аллах зюшуэй духанце исан иншаллах. Байсангур и бошам дини лэч долла шуква изар шваду и дюч хитсхур бош. Вайдиннак дал, вайдиннак вайгдима бой дал, вайдиннак хирду бо дал. Вайдиннак. А правда, что 3/4 назад была атака дронов в Чечню? Да, Фрэнк, атака была. Да, атака была. Да, вот все, что я знаю, эту информацию они особо не распространяют, но
Мы видели и фото попадания и так далее. Вроде Турция, Эрик, разрешил Русне эвакуацию через Турцию, но корабли в Черном море не пускают. Что значит Эрик? Израиль освободил Сирию. Слава, генерал, знаете, вы недалеки от истины. И, конечно, освободил не Израиль Сирию, но при том, что Израиль помогал освобождать Сирию, я думаю, что сирийский народ должен быть благодарен этому. И отчасти вы правы, да. И не только Израиль, и Турция, и страны НАТО, сама организация НАТО. Так, сейчас я найду. Ой, сколько вы тут написали? Вот я нашел, откуда я все это начинал смотреть. Я буду вот сверху вниз идти по вашим комментариям, друзья. Очень много комментариев, поэтому, если что, затерпите, наберите терпения. Аслан Цянюк, ага. Духа Кавкаш, в этой среде больше величаются аудал ночи, бу интига джихад, дубош придур. Скорзени. Да, там есть кавказцы, там есть среднеазиаты, и есть чеченцы, которые еще сохранились, остались. Но мы должны их попробовать им объяснить нашу позицию, а не обзывать их. Это самое верное будет. Если люди вышли воевать, сражаться с несправедливостью, это как минимум эти люди имеют сердце в душе, в теле, в груди. Поэтому нужно объяснить эту геополитику, ситуацию вокруг нас, что, если этим людям можно объяснить. Я думаю, адекватных людей много. Сейчас, с учетом того, как сейчас произошло освобождение Сирии, я думаю, что на НАТО, на Израиль уже будут смотреть по-другому. Я надеюсь на это. Потому что ну, если они останутся при тех взглядах, которые им ИГИЛ навязывал, ну, это тогда фашня будет самая настоящая, которая ничего не построит там, а будет опять заниматься вот этим фашизмом. Но я очень надеюсь, и мне почему-то кажется, что этого не произойдет. Я думаю, что все будет Ичкерия. Так, ва алейкум ассалам. Так, это правда блокирует, да. Ясно. Ну, значит, это правда. Раз ты говоришь, наверное, ты не один это мне говорил. Поэтому вчера у нас было так мало просмотров. Я поставил Грозно. Сегодня я поставил, правда, что я поставил, не помню. Кремль я поставил, по-моему. А Москву я поставил. Я иногда Москва, иногда Кремль, чтобы Путин тоже наши стримы смотрел. Чтобы, когда YouTube открываешь, тебе рекомендуют. Если в Москве, тебе раз и рекомендуют YouTube по месту положения. Я думаю, может, посмотрит. Да. Так, YouTube очень много видео Россия блокирует, и что даже по ссылке невозможно открыть видео на YouTube. Да, это не могут. Хорошие новости. Живи Беларусь. Аминь, живи Беларусь. Да, Стан, так в течение дня пару дней назад вообще не было и на это. Ясно. Добрый вечер, Батона Аслан. Тамаз, Аманджоба Генацуале. Приветствую тебя, дорогой. Аслан, какое, на ваше мнение, влияние окажут события в Сирии, по вашему мнению, влияние окажут события в Сирии на события в Украине? Андрей, мне кажется, напрямую эти события как бы пока никак не влияют, но в целом
по России, по Путину, в частности, по Путину лично нанесен сокрушительный репутационный и моральный удар. И мне кажется, ситуация, которая... Сейчас, одну секунду. Мне кажется, ситуация, которая сейчас разворачивается, она будет способствовать в дальнейшем, в перспективе, тому, что люди, которые сейчас, ну сколько уже, 12-15 лет или 12 лет находятся в состоянии войны, обученные воевать, что они становятся автоматически естественными союзниками Украины против России. Если сейчас, а сейчас слухи, я не знаю, кто распространяет, может специально дезинформация, в том числе и Украины, что украинцы помогали освобождать, там, что украинцы, бойцы принимают участие в освобождении Сирии, там, в том числе Алеппо, была информация. Если это на самом деле так, или даже это не так, то в любом случае эти люди являются, ну, если правильно подойти к этому вопросу, являются естественными союзниками, военными союзниками Украины. И мне кажется, в Украине, как мы знаем, воюет на самом деле, почему Украина это сторона добра и света. Потому что в ее окопах добровольно, не за деньги, там, не за что-то, за идею, по наитию души воюют все национальности, все религии. Иудей, мусульманин, христианин, там, буддист, все остальные сидят. Атеистов, я думаю, там нет. На войне их не бывает практически. И они все сидят в одном окопе. И сейчас у Украины, как интернациональной, межконфессиональной, мощной военной державы, есть все возможности и опытом поделиться, и оружием поделиться, и еще что-то, информацией и всем другим с новым сирийским правительством. И если бы сейчас Украина стала бы устанавливать дипломатические, там, государственные отношения с новой властью, мне кажется, это было бы очень хорошо. Потому что у вас есть бойцы, которые могут очень хорошо найти язык. И даже есть бойцы, которые воевали в Сирии. По крайней мере, был такой боец Тимур Тумгоев. Его Генеральная прокуратура и Евгений Енин за деньги покойные ныне Евгений Енин выдали Тимура Тумгоева за то, что он воевал в Сирии против Башара Асада и русских. Поэтому я полагаю, для нас это, для всех, это в том числе для Украины, это отличная новость. И украинцы, я думаю, будут налаживать отношения с новым сирийским правительством. И это круто, на мой взгляд. Маш Мокш Уаху Аслан решили все-таки ометить Нохчи в Сирии. Как? Они, видите ли, освободили Сирию. Теперь будут освобождать Кавказ, то бишь Чечню. Жуть. Не могут нас оставить в покое. Да, будем наблюдать, друзья. События разворачиваются стремительно. Нам нужно держать руку на пульсе и быть в курсе событий. И, значит, предупрежден, как говорится, вооружен. Дал има лоэльвайн, не делайте этого. Амин. Извините, перед Романом, что-то так. К сожалению, американцы из Афганистана не вывели своих, а за счет Байдена бросили и оружие, и сотрудники на произвол талибов. Возможно, те, кто не казнили, благодаря Трампа до сих пор. Ну, немножко я не согласен с твоим мнением, но ты имеешь на право на свое мнение, конечно же. Если не ошибаюсь, когда русские вторглись в Афганистан, при Ельцине еще, разве не Запад дали талибам стингеры, и это решил исход той войны? Нет, Ельцина тогда еще не было. Алаш, я полагаю, ты очень молодой, исходишь из того. Не было, стингеры дали еще при Андропове, по-моему, или при Брежневе. Ну, не в самом начале, в 80-х годах дали стингеры. И это решило исход того, что вертолеты больше не летали у русских.
И это очень помогало, потому что на земле хозяевами были афганцы, а в воздухе были русские. И в итоге уравняли в возможностях обе стороны, и тогда уже дело времени было. Потом русский уже был экономический кризис, и, знаете, афганцам, талибам не давали оружие, как сейчас дают украинцам. Им давали вот по необходимости, по, как говорят, там, капельной дозе давали. Вот надо стингеры, вот только стингеры, там еще. А так сами работаете, воюете там и так далее. Вот как сейчас приблизить с Украиной, но в 100 раз меньше это было. Поэтому просто Россию ослабливали таким образом. Ну и мы видим, в принципе, сейчас происходит то же самое. Вот мне постоянно говорят, что я неграмотный, говорю, там, экаю, когда разговариваю. Там, ну, мне постоянно пишут. Представьте себе, если бы я был бы образованный, хорошей дикцией, подготовленный такой, оратор, если бы я был, что бы с вами было бы, если такой вот экающий, мекающий, неграмотный я навел на вас такую жуть, и вы просто все в панике просто от того, что я тут делаю. Представьте, если бы я был супер подготовленный там каким-нибудь ЦРУ или Ми-6, вы представьте, как бы уезжали вы, а? Вам повезло, что они меня не подготовили, да. Назови срок, который Чечня освободится. Ну, чтобы назвать срок, мне нужно быть Вангой. Но, к сожалению, я обычный человек. Я не знаю, когда закончится. Неважно, когда Ичкерия освободится. Каждый чеченец должен сперва освободиться вот здесь. В душе мы должны освободиться. Если вы боретесь против вот этой несправедливости, против оккупации вашей страны, вы свободны. Неважно, где вы находитесь, в Германии вы находитесь, или в Украине, или где-нибудь на Марсе, вы свободны, если вы боретесь. Боритесь, чеченцы. Я вам завещаю бороться. Бороться всю свою жизнь. Освободимся мы, продолжайте бороться. Бороться за права своего народа, за улучшение жизни этого народа, за процветание нашей страны. Пока оккупировано, боритесь за деоккупацию, чтобы освободить нашу землю. Поэтому все нормально, друзья, все отлично. Мы видим сегодня такие знамения, о которых и не мечтали. Я, например, для себя, я давно думал над этим, когда начинал заниматься этой деятельностью, я думал привлечь, буду говорить, я понимаю, что всему миру на нас наплевать, что только мы сами сможем сделать то, что мы делаем, добиться чего-то хорошего, лучшего для нас. И как юрист я понимал, что против нас совершено страшное преступление, которое в Уголовном кодексе является самыми тяжкими преступлениями. Преступления против человечности, геноцид, преступления, военные преступления. Вот эти все тягчайшие преступления, я думал, как они останутся безнаказанными, как убийцы нашего народа будут жить, стареть, умирать своей смертью и оставлять все награбленные на нашей крови деньги, оставлять своим детям, внукам, и как будто ничего не бывало. Я подумал, что мы должны что-то делать, и начал говорить об этом. И у меня была мысль в голове, да, я думал не только вот их наказать, а у нас, в нашу страну, путем ротации 5 миллионов россиян прошло. На миллионную республику, Чеченскую республику, одновременно они загнали туда 462 тысячи русских оккупантов. Всех просто там, моряков, космонавтов, там, кого только возможно было. И у меня оставалась мысль, хорошо, я говорил себе, привлечем мы к ответственности одиозных русских террористов, их пособников.
А что делать с этими 5 миллионами человек, которые нас уничтожали, непосредственно исполнителями? Да, кто явно совершил военное преступление и засветился, мы его найдем. А также рядовых международное право не позволяет привлекать к ответственности. Я очень переживал за это. Вот реально, я очень много думал над этим. Мне уже не интересовали Путин с Патрушевым, там разные другие, Шойгу, Здановичи и остальные мерзавцы. Меня уже, с ними-то я уже знал, что делать. А вот с этими 5 миллионами я не знал, что делать. И вот на наших глазах произошло знамение, практически полностью уже находящееся в тяжелейшем положении, без перспективы выбраться из оккупации. Русские сами себе совершили харакири и напали на Украину. И тогда я увидел Божье знамение, я увидел те грады и ураганы, которые били по мне, по нам. И я ничего, и самолеты, вертолеты, которые нас обстреливали. Мы собирали людей по кускам. И я думал, неужели Всевышний не видит этого? Какая несправедливость? За что нас уничтожают? Мы живем на своей земле, никого не трогаем. Женщин, детей всех уничтожаем. Неужели это останется неотомщенным? И ЗСУ, украинский народ, на наших глазах отомстила. И я увидел ураганы, грады, которые бьют по России. Я увидел, как уничтожаются те, кто нас убивал. Они же в первых рядах поехали воевать в Украину. По старой привычке. Ну, кто еще не сильно состарился. И мы видим эти знамения, друзья. Мы видим, как та справедливость, даже когда у нас нет сил, даже когда весь мир плевал на нас, когда весь мир помогал нас уничтожать, получается так, что те, кто убивал нас, оборзели до такой степени, что потеряли чувство, инстинкт самосохранения, чувство безопасности и чувство опасности, и напали на страну, и где их уничтожают. Так что чеченцы, даже находясь в таком положении, как мы видим знамение Бога, как Он отомстил за нас, как Он делает так, чтобы мы видели Его знамение. Понимаете? Так что, друзья, все нормально, не переживайте, ни один преступник не уйдет от ответственности, так как на небесах, на этой земле, в этой системе есть Бог, который все видит и открывает нам свои знамения. Альхамдулиллах, слава Богу. Так что, антирусские, я не знаю, когда мы освободимся, я знаю, что я сейчас в данный момент абсолютно свободный человек. Абсолютно. Я говорю правду, я говорю то, что я хочу сказать людям, и я свободен. И это мне гарантирует демократия, которая существует здесь, в Германии, и свободу слова. Им, может, не нравятся некоторые вещи, которые я говорю, но ни один полицейский, никто ко мне, и мне полицейские сказали только лишь, чтобы для моей безопасности, для вашей безопасности мы вас призываем не заниматься этим. Мы, конечно, я сразу возмутился, конечно, он сказал, конечно же, мы не имеем права вам запрещать. Вот что значит демократия, и вот что значит соблюдение закона и прав человека. Вот как нужно строить государство, какое оно должно быть. Слава Украине, героям слава! Так. Я видел, как батальон Шейха Мансура награждали в Киеве Кличко. Как-то странно на заявление батальонцев, что они вне политики. Ну, там не было политики. Награждение военных обязательно происходит. Обязательно.
Если есть заслуги, если есть какие-то достижения, то происходит, и это не касается политики. Но все наши добровольцы, которые там находятся, в любом случае им нужна будет политическая составляющая, потому что те бойцы, которые находятся в Украине, они представляют, сейчас они представляют только самих себя, добровольцев. Но по факту это является нашей властью, чеченской властью. Как известно, в демократическом обществе власть делится на три типа. На судебную, законодательную и исполнительную. Ну и есть еще власть местного самоуправления. И есть еще негласная власть в лице средств массовой информации, журналистика. И эти люди, кто там воюет наши, они фактически, хоть и являются добровольцами, потенциально являются представителями исполнительной власти. Исполнительная власть в любом государстве всегда должна дополняться законодательной властью и судебной властью. Ну и на местах то, что местного самоуправления власть. И, конечно, обязательно должна быть свобода слова, журналисты там туда-сюда и так далее, как вы понимаете. Поэтому в любом случае эти люди должны масштабно мыслить, обращаться к своему президиуму и вот таким образом организовываться. Но пока они говорят вне политики, пока они только воюют, ну, посмотрим, что будет после войны. Ассаламу алейкум. Трамп наш человек. Абсолютно. Алейкум салам, Виктор. Совершенно верно. Трамп наш, да. Сирия наш, Трамп наш. А зачем России Европа? Скажи, пожалуйста. Ну, иди у своего старого этого козла спроси, я при чем? 5 человек слушателей. Наверное, так много платит Запад. Как 5 человек? У нас сейчас 329 смотрит. Татьяна, ты не наговаривай. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аяль. Арцуев, твое мнение никого не интересует, поэтому без комментариев. Ну, а зачем тогда писать без комментариев? Причем с ошибками. Татьяна, ну научитесь русскому языку, я вас прошу. Ну мне стыдно за вас, ну елки-палки. Ну вот вы пишете там Петя, Вася, Татьяна и такие ошибки. Ну позорище. Я, наверное, курсы русского языка для вас открою. Онлайн-курсы русского языка, потому что, ну, нельзя же, чтобы вы не знали язык. Или вы исходите из того, что это умирающий язык, и за ним нет будущего, и вы его уже потихоньку списываете. Ну, тогда другой разговор. Салам алейкум. Так, куда делись? Аслан, не обращай внимания на провокатора. Они ничто, говорит Аяль. Да, но согласен. Иногда просто мне, знаете, я не ради них отвечаю. Я, во-первых, когда какие-то провокационные вопросы для вас, для зрителей, чтобы вы видели, что мы не боимся никаких провокаций, их оскорблений там, и так далее. И плюс, это же мой канал. А я получаю релакс от этого, понимаете? И если хоть какую-то я себе должен пользу извлечь от этих козлов, поэтому я вот получаю разрядку такую. И окружающие меня люди не страдают от моего тяжелого характера, потому что я вот вылил всю свою энергию на них отрицательно. Аслан, брат, ты прекрасно говоришь. Наверное, это русаки пишут гадости. Казахи с тобой. Слава Ичкерии и Украине. Алга Казахстан, Абылай. Алга Казахстан. Спасибо. Аслан, с какого ты тейпа? Мой тейп Нашхо. Нашхо я. Я Нашхо. Мой папа Нашхо. А мама Эхки. Для чего сыну Кадырова вешают столько медалей? Готовят ненависть. Помните вот этого парня, которого побил вот этот Адам Кадыров? Это украинский беженец, молодой пацан, он еще ребенком
фактически подростком приехал и стал совершеннолетним уже в России. И он, как ему сейчас дали срок, по-моему, больше 10, по-моему, лет ему, по-моему, впаяли. Дело в том, что он, по всей видимости, сотрудничал с украинской разведкой и давал им какую-то информацию. Ну, по крайней мере, так утверждают русские. И ему нужно было впаять срок. Все, поймали они шпиона, ну, пацана молодого. И ему нужно впаять срок. Но впаять срок это было бы неправильно, просто впаять срок. Так как Рамзан, сын Рамзана Кадырова и сам Рамзан Кадыров, это защитник мусульман, хранитель Корана, Сунны там, и так далее, и так далее. Ну, лубянского Корана, лубянского ислама и лубянских мусульман он защитник. Других он убивает. И Адам Кадыров, по всей видимости, должен был возглавить и идти по стопам папы и быть защитником мусульман. Для этого вот этого украинского парня заставили сжечь Коран в Ростовской области. Причем его лицо не видно. Сжигает какой-то человек, там просто камера, и сжигается Коран на русском языке, по-моему. И даже не Коран, это какая-то книга сжигается, которая, кстати говоря, говорят, запрещена в России, что указывает на то, что после задержания просто сняли видео для того, чтобы избить этого парня, показать, что украинцы это исламофобы, а Кадыров и его потомство это защитники мусульман, и вот ему нужно было избить, показать там и так далее. И вот его карьера начинается с того, что он избил человека, который сжег Коран. Причем не Коран, как некоторые утверждают, а книгу, какие-то хадисы или еще что-то, которое запрещено в России. На минутку. И, видимо, Коран сжечь рука не поднялась, может быть, не знаю, есть ли среди них еще верующие, но говорят, что это был не Коран. Некоторые говорят, что это был не Коран. И в итоге получается, что они делают пиар своему сыну, раскручивают и делают из него такую фигуру. Надо полагать, что для этого это делается. Но я думаю, у них ничего не получится. Они пытаются представить защитниками мусульман. Защитниками мусульман. Я посоветую не заниматься этим, а бросить это свое занятие и выйти на связь с правительства и попросить у них гарантии, чтобы они вас там защитили. Вот это самый лучший выход будет для них. На самом деле, аят, он тоже красиво объяснил. Аят будет завтра. Завтра у нас вторник, на чеченском языке будет стрим с аятом и дигом. Так. Как ты думаешь, Украина победит в войне с Россией? Однозначно 100%, 140% Украина победит. Украина уже победила. Дело время. Сейчас идет большая подготовка к огромным, мощнейшим событиям. За 8 миллиардов США осталось вооружение в войсках до сих пор это не схавало. То есть не скупила страна, наверное, Талибан, понимаете, такой. Так, ладно. Я перемотал, друзья, давайте я посмотрю, что мне тут пишут. Почему Кадырова не сделали в Сирии? Ну, мне кажется, такой очень наивный вопрос вы задаете, очень наивный. Израиль в первую русско-чеченскую войну призвал Россию остановить войну, а Палестина заступилась за Русню. Да, так и было. Чешешь сказки, Гева. Не сказки. К большому вашему сожалению, не сказки. Путин по судьбу когда Чаушеску, поэтому начал сволочь. Ну, да, конечно, этого боится, но начал войну против Украины не поэтому. Он очень
рассчитывал, что Запад оставит один на один его с этими украинцами, и он там сделает то, что сделал с Ичкерией, с частью Грузии, и Сирии и так далее. Звук яйцо, мой звук. Вот, наверное, скажите юзук, пробивает звук. Вот, смотрите, это слышно, но прерывисто. Так, у нас есть проверенные, все это незнакомые люди пишут. Слава Израиль, слава Нохчичу, говорит Арс Нахчу. Героям слава. Только смотрите, вот эту свастику фашистскую, которую ты себе на ник поставил, это чисто фашистский ФСБшный значок. Я еще раз говорю, вот этот видеоорнамент, значок, который там навязывается. Как он у тебя тут нарисован? Сейчас я его найду у тебя. Вот этот значок, смотрите, который они там рисуют, это чисто фашистский ФСБшный значок, который нам сейчас скидывают. Запомните это. Через какое-то время они будут говорить, что этот значок – это очень важная вещь и так далее. И вот этот слава Израилю, слава Нохчичу, который говорит, либо он не понимает, что он говорит, либо он является проводником этой ФСБшной темы. Я всех вас призываю убрать этот значок, потому что этот значок здесь, в Европе, для западного человека, это как тряпка, красная тряпка для быка. Понимаете? Хуже ИГИЛа даже. ИГИЛ это где-то там в Сирии, там на Ближнем Востоке был, они только по телевизору это видели, и редко там здесь какие-то там акты происходят. Они все прекрасно помнят, вот этот нацистский, они с молоком матери уже 3 поколения впитывают, что вот этот нацистский значок, это ужас, страдание и смерть. И это ФСБ запустила этот значок. И почему запустила именно ФСБ? Потому что, во-первых, это такое против вот радикальных исламистов, это как бы надоело, всем американцам надоел этот радикальный ислам. Вы достали со своим радикальным исламом. Вы своим этим бредом, который вы носитесь, да, везде выигрывает Россия и враги чеченского народа, и теряют всегда чеченцы. Вот ваше вот это ношение. Все погибают, а кто носит эту идеологию, а те проповедники и вербовщики и пропагандисты, они не погибают. У них деньги появляются, машины, квартиры, дома и так далее, и они уже живут и не тужат. Но связано вот это появление вот этого значочка, который вы себе ставите, оно появилось одновременно. И я это утверждаю, а я слежу за нашим вот этим информационным полем, я утверждаю, что это проект ФСБ. Понимаете? Только лишь до того основания, что это абсолютно античеченский, и появилось одновременно на многих разных каналах это появилось. И все начали подхватывать, вот, и так далее. Поэтому запомните, как появляются разные там вот эти исламистские течения, вот точно так же появляется вот это течение. Потому что уже чеченцы не хавают вот этот бред, который нам навязывают, потому что практически не осталось никого там, за редким исключением людей, которые еще, я не знаю, где-то там пребывают у себя в мире в своем каком-то. Люди уже прекрасно понимают, что нас обманывали, что нас провоцировали, и Сирия показала это, и другие вот вещи мы видели. Поэтому я призываю всех ни в коем случае не ставить эти значки, и постоянно ко мне начали заходить, у всех быстро распространяются вот эти нацистские вот эта свастика под видом чеченского орнамента узора это делается. И он одновременно здесь пишет слава Израилю. У него стоит фашистский значок, и сразу же и слава ночи, и как бы вроде наш вот, или ты это меняешь, или ты записываешься в ряды тех, кто является проповедниками, проводниками ФСБшных нативов и их ярлыков, которые на нас будут вешать. Поэтому категорически
избавляемся, просыпаемся от исламского вот этого угара, который нам навязали. И теперь нам нацистский угар нам ничего не хватало. Да? Все, спасибо. Запомните, чеченцы, не дайте себя обмануть. Вас не слышно, звук плохой, говорит. Я не знаю, какие проблемы. Скажите, звук пишут. Кто-нибудь из моих знакомых, Заслан, плохо слышно, атакует эфир ФСБ. Ну, видимо, да. Плохо слышно. Как в ТикТок слышно? Хорошо меня слышно, друзья, в ТикТок? Шалом, Аслан, все будет Ичкель. Шалом, Ян. Шалом, дорогой. Живе Беларусь. Абдулла, алейкум салам. Алейкум салам. Так. Отличный звук. Хорошо. Спасибо и для другой информации движения «Добро от русских». Слава. Помехи ушли. Отлично. Отлично. Сейчас нормально. Отлично, Влад, спасибо. Спасибо. Ичкерия, когда ты какие-нибудь слова делаешь, этот ТикТок, он блокирует, не пропускает комментарии. Да, такое есть. Имеется такая проблемка. Звук TQL удалить, тихцер. Да? Это не могут. Россия оккупировала много земель со всех сторон. У многих странах по соседству, но украинцы смогли зайти на территорию России. Курск, а почему-то эти страны, которые могут забрать свои земли, ждут. Аярламед. Во-первых, нужно иметь те возможности, которые есть у Украины. Украина полностью обеспечивается западными странами вооружением, идет информационная, политическая, полностью поддержка, абсолютно финансовая, абсолютно. Все беженцы принимаются, все делается. Например, Грузии, которая часть территории оккупирована, сейчас воевать против маленькой Грузии, это не 40-миллионная Украина, сейчас воевать против даже этой маленькой 6-миллионной, по-моему, Грузии, сейчас будет очень тяжело, потому что во власти еще пока находятся Януковичи. Поэтому Грузии сперва надо разобраться хотя бы вот с этими деятелями, чтобы что-то начать делать. Во-вторых, той поддержки, даже имея поддержку от США, той поддержки, которую имеет сегодня Украина, Грузия не имела. Ни финансовой, ни военной и так далее. Есть другие, есть Молдова, есть Ичкерия оккупированная, которая находится фактически в заложниках. За все эти, вот даже за это время большой войны, широкомасштабной против Украины, русские не вывели свои войска из Чеченской республики Ичкерия. Ни в республике, ни по периметру то, что стоят. Потому что мы для них важнее всего на свете. Вот так нас русские любят и жить без нас не могут. Такая вот у них любовь какая, садистская любовь у них к нам. Поэтому пока не у всех есть возможности, но время подходит, Россия ослабевает, страны становятся сильнее, и наступит тот момент, когда силы и возможности будут возможны для наступления и так далее. Поэтому все еще мы увидим. Нас ждут, к большому сожалению, кровавейшие события и большие потрясения. Конечно же, нас ждет суд над Путиным, Патрушевым, Кадыровым и всеми остальными вот этими бандитами, преступниками. Как Башар Асад, конечно, они могут в Китай сбежать, кто-то может в Иорданию. Хотя Иорданию, я думаю, это
не самая хорошая идея. Ну вот как-то так, друзья. Посмотрим. Как только вы заговорили о клане Кадырова, появились проблемы со звуком. КГБ включил заглушку. Ну, здесь дело даже не в Кадырове. Кадыров это всего лишь один из инструментов у ФСБ. Так. Пойдемте дальше. От чеченцев пророссийские религиозные комменты видео продвигают. Что с Сирией будет, твое мнение? Тебе надо зайти на мой YouTube канал и посмотреть с самого начала, что я говорил. Кадырова подняли тузики и халиты с помощью ФСБ. Der Aslan wird bald mit Waffen über Georgien nach Tschetschenien sein. Я не поеду с оружием в руках воевать. Спасибо, Виктор. Мое оружие ручка и компьютер. Если в ближайшее время Сирия пойдет против Ирана, для России этот конфликт будет очень даже неплохо, чтобы отвлечь внимание. Еще вроде новый лидер Ирана говорил, что они теперь не помогают России дронами. Да, новый президент Ирана сказал, что они уже не помогают и так далее, и что он как бы не хочет конфронтации, потому что Иран понял, что запахло жареным. И я полагаю, что Сирия может пойти, да. Нет, через Грузию пойдет оружие. Ты это. Ну, мой немецкий оставляет желать лучшего, как говорят. Я понял, что я с оружием поеду туда. Посмотрим. Нет, через Грузию пойдет. Да, ну, может, пойдет через Грузию оружие, я не знаю. Я не хочу оружия. Оно нам очень нужно, нам и деньги, и оружие нужно. Но перед тем, как говорится, не надо ставить телегу вперед лошади. Нам нужно признание нашего президиума, нашей легитимной власти. Нам нужны гарантии, что нас завтра не скажут, что вы часть России, и, пожалуйста, оставайтесь этими людоедами в одной клетке, как уже было сказано, и как будто уже все, нет чеченского вопроса, чеченского народа, и все, вопрос закрыт. Мы есть, мы немножко поумнели, и мы решили, что теперь мы будем напоминать всему миру, как они вероломно поступили по отношению к своим принципам, которые декларировали, и к нам, соответственно. Поэтому признаете наш президиум, гарантируете нам признание, что мы не часть России, что мы суверенное независимое государство, что в случае необходимости вы будете наших бойцов лечить, помогать финансово, информационно, политически, как, впрочем, это сейчас и Германия делает в отношении Украины, и Америка делает в отношении Украины, и все остальные. То в таком случае мы готовы, конечно же, освобождать свою землю, и мы ее освободим. И ее освободить нам нужно ровно 24 часа. Кадыровцы и все россиянцы, все побегут. Ну, максимум 48 часов нам нужно, пока будем хорошо спрятавшихся в горах находить. Может занять до 48 часов. И в этом нет ни малейшего сомнения. Я, как представитель народа, чеченского народа, представитель чеченского народа, как одна из единиц этого народа, могу сказать о настроениях чеченского народа, как независимый человек. Чеченцы никому не верят, очень устали от этой оккупации, от этого гнета, который нам Россия навязала. И все, знаете, в таком замороженном
в ожидании все находятся, в замороженном состоянии таком. Все ждут. Не можем мы согласиться, что мы часть России. Не можем мы согласиться, что Кадыров это наш глава или наш там главарь или кто там президент и так далее. Не можем мы с этим. Никогда мы с этим не согласимся. И нужно понять Западу, если кто-то думает, что другие народы там их оккупируют, и они молчат и дальше живут, мы так не будем жить. Мы никогда не согласимся. И не другие народы, я мало знаю народов, которые покорились. Все народы борются, более-менее уважающие себя народы, они борются за свою свободу, за свою независимость, независимость от их национальности, религии и так далее. Хотя есть, кто покорился и не вякает, и не рыпается. Поэтому мы хотим справедливости, мы хотим восстановления полной справедливости, сатисфакции в широком смысле этого слова. И не просто честь, репутацию нашу восстановить, но восстановить все, что было нанесено, весь урон, который нам нанесла Россия. Как-то так. Аслан Маршал, Дорюгаду Маршал, Наполеон. Салам из України. Салам, Василь Тринчук. Вітаю. Сюрди Куль Масиля, Салам Маршал, Масиля, или Салам Маршал, Наполеон. Русским имперцам не рады, Василий, будет точнее. Если в ближайшее время Сирия, так, в Сирии будет реки крови, так, нет, через Грузию пойдет. Что такое или кто такой Нохчи? Google, шейх Google тебе в помощь, Дмитрий. Почему русские не борются за свою свободу? Вот это самое интересное. Вот сидят русские оппозиционеры здесь, в Европе. Ходорковские разные там преступники, бандиты. Все сидят, и никто не призывает подниматься русских. Ни в России, ни здесь. Даже в Украине есть батальоны, так называемые, русские добровольческие. Они даже не призывают никого подняться. Да, где-то там они какие-то сжигают трансформаторные такие маленькие будки, сжигают там спецоперация, там легендарный, как оно у них там, Легион Свобода России, легендарный, кто у них там, представитель, Цезарь. И все имперское, обратите внимание, римские, из Римской империи, Цезарь, Легион там. И это борцы с империей, с Русской империей, якобы борцы в Украине. Вот они нам рассказывают там сказки разные. И они не призывают подниматься. Почему русский народ не встает? Почему все ждут, русские ждут, что за это должны сделать чеченцы за них? Мы делали за русских. А русские все это время, ну кто даже нас понимал, что мы делаем, что им это польза от этого, делали вид, что в этом участие принимать мы не должны. И вот произошло то, что произошло. Поэтому надо подниматься. Жена Навального призывает Запад не давать оружие Украине. Да, жена Навального уходит, идет там по Берлину и ходит. Ну, чушь самая настоящая. Эти разные оппозиционеры, так называемые, которых, как верно заметили представители нашего президиума, подарили во время обмена. Был обмен 8 американцев и немцев, на 8 русских обменяли, на шпионов, а этих обычных граждан, там, кто-то там пенсионер, кто-то там просто там в гости поехал, еще там, ну просто кого попало поймали и начали судить. И 8 русских на 8 американцев и немцев поменяли. А этих русских, Яшин, там, Карамурза, там, кого они еще, подарили просто, в дар передали, но им нужно же карьеру делать, им нужно биографию делать, что они там обменены, там, и так далее, принимали участие. Но одной фразой наш президиум правительства уничтожил их всю репутацию, сказал, в дар подаренные России и Западу. И полностью их биографию уничтожили просто одной фразой. Вот это что значит талант. Талант. Русские империалисты рабским характером. Без барина русский жить не может. Совершенно верно. Потому что не догоняют и боятся.
потому что они все имперцы. Так. Сирия, переломный момент, все началось в 2011 году, и теперь началась последняя фаза. Так, почему так называемые хорошие русские не идут на Курск? Ведь такой шанс у них не было. Да, совершенно верно, Ичкерия. Почему разные эти не идут там, не сражаются? Ну, сражаться, ладно. Они планировали, что они возглавят там, этот Пономарев возглавит Курскую область. Представьте себе, какая наглость. Русские эти КГБшные и другие там агентуры и полезные идиоты, которые здесь находятся. Они рассчитывали, что украинская армия вместе с всем цивилизованным миром там, будут биться с русскими, освобождать потом Курскую область будет украинская армия, а туда Пономарев придет. Кстати, куда делся Пономарев? Вы его видели? Что-то он пропал. Говорят, там Ходорковский, там группа Ходорковских дала люлей отцу Пономарева, и после этого Пономарев куда-то залег на дно. Рассчитывали, что назначат потомственного КГБшника, потомственного Пономарева назначат главой Курской области. Значит, украинский народ должен был вот освобождать Курскую область, чтобы вот КГБшников. Бред просто. Сидят, не стесняются, несут этот бред. Вообще. Но мне нравится их наглость, да? Легендарный Цезарь, который не вылазит из так называемых украинских каналов, когда же он воевать успевает. Да, не говори. А знаете, почему легендарный говорят на него Цезарь? Это все ФСБ говорит на него. Это 100% ФСБшники, ГРУшники и ФСБшники. Потому что они ненавидят все, вот эти ГРУ и ФСБ, ненавидят Джохара Дудаева и Шамиля Басаева. А про Шамиля Басаева я везде, всюду пишу, это легендарный Шамиль Басаев, легендарный командир, легендарный генерал. И их это очень сильно, видимо, задевает. И начали показывать вот эту промокашку в виде вот этого Цезаря, показывают нам легендарный Цезарь, легендарный. И вся легенда его заключается в том, что мы не знаем, откуда он и кто он. Его легенда, его биографии. У Басаева легендарность заключалась в его подвигах, его походах, его боях, битвах, баталиях. А у этой промокашки легендарность заключается только лишь в том, что вот неизвестно, кто он и что он. Или, может быть, в его хвостике его легендарность кроется. И душон лилештик. Ты там белаш ценчоцев из Басаев. Басаев Дудаеве. И чохнул олу его цен. Ты там белаш и штумшен. А что больше и штумшен? Ты там. Так. Этого Цезаря не отличить от бомжа. Но, а зачем его отличать от него? Оппозиция России умные. Они хотят сделать крайними только Путина. Но не народ и не ФСБ. Хотя народ русский, все поддерживают Путина, молятся на него. Да, совершенно верно. Ахмад Силас. Да, Ахмад Силас. Приветствую. Закаев надеется на хороших русских, что они посадят его на место Кадырова. Я думаю, Закаев уже потерял эту надежду, что его посадят куда-то. Да и вообще у него не было. Я полагаю, что главой Закаев не должен был стать. И сейчас и эта надежда утеряна. Он должен был принести флаг Ичкерии и обоюдно заключить договор и примириться там и так далее, чтобы потом любой, кто потребует наказать тех, кто убивал нас всех на протяжении вместе с русскими, в одних рядах нас убивали, чтобы сказать, ну мы уже примирились, вы что говорите, ты провокатор, ты новую кровь хочешь, новую войну хочешь, а уберите его, провокатор. Это у них такой трюк был, но ничего не получится. Ничего не получится. Ни у этих, ни у любителей якутских алмазов ничего не получится. Шамиль и Бандера – это герои своего народа. Да, Виктор, абсолютно так. Абсолютно так. Если вы думаете, что русские все поддерживают Путина, вы плохо знаете обстановку, пишет главный. Ну, я скажу тебе, что мы знаем русских.
мы знаем обстановку. Мы знаем, что русские не все поддерживают, это правда. Но русские, знаете, есть в праве, в юриспруденции такое понятие, как преступное действие. Также есть и преступное бездействие. Особенно если вы, как источник власти, и на вас лежит и Конституция, и, соответственно, международное право, на вас прямая обязанность лежит. Вот это преступное бездействие вас, русских, повлекло за собой страшные, неимоверно страшные, которые вы не замечаете, пока вас это не касается. Преступление, горе, трагедия произошла с чеченским народом. Вас ваша власть взрывала в 99 году. Не только дома, метро, переходы. В основном это было ваше ФСБ и ГРУ. Это уже известный факт. Да, где-то могли задействовать чеченца, где-то могли другого кавказца задействовать. Но всегда это делали ваши. В 95 случаях, 5%, я не уверен, но на всякий случай я оставлю, что это были не ФСБшники. И вот, несмотря на это, вы все русские, которые были против, вот сейчас против войны Украины, вы все молчали, более того, вы все наслаждались, восхищались армией, силой, мощью, боялись чеченских террористов, вам пропаганда говорила, а вы делали вид, что вы верите. Некоторые реально верили, а некоторые имеют голову. Русские на России очень много образованных людей, голова-то на плечах есть. А было плевать на чеченский народ. Понимаете? И русский народ не сдавал чеченцам квартиру. Русский народ не сдавал. Я, как человек, проживавший в Москве, и всегда всем приезжим своим знакомым, я искал квартиры, всем я этими вопросами занимался. Я прекрасно знаю, как было. Не просто сочувствие, сопереживание, не говоря уже о помощи. Квартиру не сдавали, боялись, отбрыкивались. Да, пропаганда, да, война между нами шла и так далее. Но вот такая вот была ситуация. И когда началась война против Украины в 2014 году, когда аннексировали Крым, захватили часть Луганска, Донецка, я еще находился в Москве. И я видел, как вы сходили с ума. Как вчерашние, нормальные, вроде адекватные люди резко начали сходить с ума по Крыму. Что великая Россия, великий Путин. И вы опять преступно бездействовали. Те русские, за редким исключением, которые уходили там на Лубянскую площадь, там, на Пушкинскую площадь, с плакатами, там, с флагами Грузии, Украины, Ичкерии выходили. Их было единицы. Мы их в лицо все знаем. Может, по именам я их все не знаю. В лицо я их все знаю, потому что я заметил. Больше русских не было. Вы, русские, виноваты в том, что сейчас происходит с вашей страной. Ваша ФСБ, которая является хозяевами ваших душ и судеб, посчитала, что вы недостойны быть на их уровне. И вы должны стать их холопами, как до революции 17 года. Уже не просто фактическими, а юридическими холопами. Понимаете, не просто как в Советском Союзе вы были холопами, такими и оставались. А нужно было вот новому вашему великому царю Путину, которого вы в нем души не чаете, ваша великая супермогущественная ФСБ, которую вы все боитесь и боготворите, гордитесь ею. Они посчитали, что вы на их уровне, как когда-то еще при царе, на русском языке читалось говорить на языке рабов и говорили на французском специально. Точно так же эти ФСБшники посчитали, что вы недостойны быть на их уровне. И им нужна империя, где они будут дворянами. И дворянами они могут стать только после захвата Киева, запугивания всего вот этого европейского континента. И захвата Киева, где будет Киевская Русь, Киевская история. И они будут вести оттуда свою биографию, что они потомственные родственники английских королей, там, французских, других, третьих, как реально было. Вот эта вся царская семья, она немецких, английских, французских кровей была. И вот к чему вас привело ФСБ. Теперь что делаете вы для того, чтобы бороться?
выезжаете, выступаете в ряды украинских бойцов. На месте вы ведете какую-то деятельность. Слушать Навального, который вас выявляет, чтобы вас адресно уничтожали, это да, вы делаете с уточками выйти, там, с белыми там, флажочками выйти, еще чего-то. А реально, чтобы бороться с лидером реальным, нет у вас лидера русский. За все это время, вот уже сколько лет, даже широкомасштабную просто возьмем, 3 года уже, 2,5, почти 3 года скоро будет. Идет война. У вас нет лидера, у вас симулякры здесь, одни за одним появляются. Один симулякр разоблачают люди, или он опозорится, уходит в сторону. Другой симулякр появляется, третий симулякр, четвертый, пятый. А лидеров независимых, которых... Потому что за русских русский умирать не хочет. Понимаете? За русских отдавать свою жизнь русские не готовы. Не появляется, потому что он будет выглядеть сам для себя и для окружающих идиотом. Потому что русским нужен хозяин. Вы сами об этом говорите. Демократия, свобода, вам это не нужно. Я не знаю, что с вами делать. Вам это не нужно. Вам хочется жить в своем бараке. Ну и живите тогда в этом бараке. Не знаю, вам резервации сделать, окружить вас. Вся эта территория вам нафиг не нужна. Зачем вам 40 территорий? Вам будут окорочка там питать, и вы будете в концлагере жить. Как сами вы построите себе концлагерь. Просто вас оградят от всего цивилизованного мира. И живите на маленькой территории. У вас не так уж и много. 90 миллионов, там около 80-90 миллионов вас. Многие отделятся, народы, которые не захотят с вами в этом концлагере откровенном жить. Ну, останется у вас там миллионов, там, я не знаю, 60, может быть. Может 40, 50. И будете жить, там у вас свой царь будет. Может быть, вам назначат кого-нибудь там временно царя. Не знаю, вот такие вот дела русские. Вы не просыпаетесь, а бездействие это иногда хуже действия. Неверного действия. Валейкум ассалам, Шаране. Аслам, многим до уровня Джахардуда, Шамиля, Баса и других воинов, как пешком до Луны, и гложет зависть. Гложет зависть, и они очень боятся, чтобы Басаев, Шамиль стал героем. Снова о нем заговорили. Потому что если начать его героизировать, и он станет в мире, его же специально оболгали во многом, да, он совершал спорные операции, но его цель была только лишь свобода и безопасность чеченских женщин, детей, мужчин и чеченского народа и государства. Только лишь это было. Больше ничего. Его действия были нацелены на это. И если он станет героем, это для них страшно. Представьте себе, они всю свою историю построили на том, что мы террористы, и Басаев яркий представитель нашего террористического народа, а окажется, что он не герой. Поэтому какой-то там промокашка с косичкой, как правильно заметили, похожий на бомжа, представляется на украинских телевидении, на украинском канале как легендарный. Но для этого есть, чтобы вот эта ложь не проходила, есть канал реалити, где вы всегда узнаете правду. И ничего, кроме правды. В Петербурге избили чеченцев русские из русской общины и оскорбляли. Да, это вполне возможно. А Шамиля так и... Так, где это было? Вот. Ассаламу алейкум, Маш, эфир, да, Берг, алейкум, Олег. Русские много, не надо лишь для водки и макароны, этого хватит, да. Все на Россию смотрят. Почему на свою республику не смотрите? Как это мы не смотрим? Мне кажется, ты немножко ошибаешься. Мы очень смотрим. Так.
Так, хозяин русский есть великий солнцеликий целователя животиков, полутораметровый ВВХ. Игорь. Алейкум, граждан Ичкерия. Ассаламу алейкум, все будет Ичкерия, Дайлмула. Так, давайте. А любители Якутской на должность главы Якутии, да, как Украина может вам эффективно помочь и чем, считаю, нашей помощи вам недостаточно. Как Украина может вам эффективно помочь и чем? Ну, смотрите, давайте я скажу, как Украина могла бы нам помочь. Во-первых, первый шаг, который сделала Украина, это признание Чеченской Республики Ичкерия оккупированной территорией и геноцид, совершенный над нашим народом. Но вместо того, чтобы пригласить, это сделала Верховная Рада, это одна часть Украины. Это законодательная часть Украины сделала. Исполнительная власть, я так полагаю, в лице СБУ, которая все там контролирует, филиал КГБ УССР, они посчитали, что Ахмед Закаев это тот человек, которого должны пригласить от имени чеченского народа. Хотя мы предупреждали, что это за человек и зачем его туда приглашать. Но вместо этого Украина потратила вот эти... Причем при этом в 2014-2015 годах, когда Иса Мунаев ехал в Украину сражаться, Закаев отговаривал, ему предлагал $1 миллион. Это нужно было, чтобы чеченцев не было на стороне Украины, потому что с этой стороны были наезжать на Украину должны были кадыровцы, и это должно было деморализовывать, запугивать украинцев. Что вначале это и удавалось. И именно благодаря Исе Мунаеву многие украинцы увидели, что настоящие чеченцы на стороне Украины, а это россияне, которые абсолютно никакой угрозы не представляют. Что оказалось правдой. И в первое время вот Иса Мунаев, заслуга Исы Мунаева была в том, что именно он убедил, что на стороне Украины настоящие чеченцы, и тем самым и польза была для Украины, а для чеченцев была польза, что украинцы не стали чеченцев представлять вот этими, ассоциировать с этими нападающими, и начали делить на чеченцев и на украинцев. Это была одна из польз, которая была извлечена. И тогда Закаев был категорически против. После того, как уже перед тем, как начиналось широкомасштабное вторжение фашистской России в Украину в 1922 году, за несколько месяцев в сентябре или в августе меня пытались вербовать люди на российскую разведку, люди Ахмеда Закаева, представитель Ахмеда Закаева, его правительство, так называемое, его театральную труппу, изображающую правительство Чеченской Республики Ичкерия, они меня пытались вербовать. Об этом мы тоже говорили. Несмотря на это, абсолютно не смущаясь, СБУ, Кирилл Буданов, чьи заместители заподозрены в коррупции и сняты с должностей, что о многом говорит как об этом начальнике, так и тем действиям, которые Кирилл Буданов предпринимал против Чеченской Республики Ичкерия и, получается, и Украины тоже, под видом того, что он не знает, кто такой Ахмед Закаев. И если бы тогда пригласили бы президиум, и сейчас это не поздно сделать, то мы не потеряли бы почти 3 года, и мы бы там сформировали бы настоящий железный чеченский кулак, в том числе военный, политический, информационный, и мы могли бы очень сильно помочь во всех смыслах Украине. Но Украина посчитала, что она хочет взаимодействовать с людьми, которые всю свою историю работали на Кремль и вредили чеченскому народу. Какую пользу Украина рассчитывала, что ей принесут эти люди? Странно, конечно. Но вот произошло то, что произошло. Поэтому, если Украина признала нас государство оккупированным, это уже сделано, если пригласит наш президиум, обеспечит его всем необходимым, финансы, оружие, все у Украины имеется, все Запад, Америка, Европа поставляет.
и включить просто, что вот это государство Ичкерия, которое мы признали, помогайте им, тому же Западу, тем же европейским странам, и на раудах вести с нами диалог, то тогда бы была бы совсем другая картина, абсолютно другая картина была бы. И это только касательно чеченского вопроса. А также и другие вопросы также ведутся. Какие-то симулякры создаются, какие-то там кавказские там сопротивления, там третье, десятое. Ну, там много я уже и раньше в стримах говорил, и, короче, не буду сейчас опять вдаваться в подробности. Но вот эти вещи, они имеют значение. И каждый день, мы понимаем, да, 1200 убитых и раненых русских террористов, ну, 100 убитых и раненых в день может быть и у украинцев. А это жизни людей. Это значит, не будет потомства, не будет новых поколений у этих людей. Это колоссальная трагедия. И это происходит вот на наших глазах. Я это вам всем рассказываю. И ну, кто-то реагирует, кто-то видит, кто-то понимает и ничего не может сделать. А кто-то плевать хотел и дальше ведут свою такую же деятельность. Такую же деятельность. И как только наш президиум получит свое здание в Киеве, посольство, и будет напрямую иметь контакт с властью, с высшей властью Украины, вот тогда чеченский народ будет приносить намного большую пользу в этой борьбе разрозненно, которую сейчас он оказывает, то мы можем это оказывать и как государство, как единый народ оказывает эту пользу больше и лучше. Как-то так. На этом, друзья, я свой стрим заканчиваю. Завтра в 19 часов по Берлину, центральноевропейскому времени, у нас состоится стрим с председателем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, одним из отцов-основателей Чеченской Республики Ичкерия, Аядом Идиговым, ближайшим соратником Джохара Дудаева, Аядом Идиговым, друзья. На чеченском языке я вас приглашаю всех, кто хочет учить чеченский, можете послушать. И, конечно же, всех чеченцев я также приглашаю. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Свободный гражданин. Сюгима лязинок, ховари анасюк. Русская титульная нация, поэтому все шишки полетят в вашу сторону. Говорит. Русская титульная нация, поэтому все шишки полетят в вашу сторону. А почему ты не в Берлине, Лондоне? Свободный гражданин. Ховари сюк, язинок. Варасам. Все просто. Нужно было уточнить. Все, баркалхон. За это. На этом свой стрим заканчиваю. Все будет Ичкерия. Адикюэль маш оэль. О Аллах, благослови Америку. Слава Украине. Ам Израиль хай. Адикюэль. До свидания, друзья.